Здравствуйте. Время реальной экономики, в студии Тимур Бекмурзин. ТАИФНК 25 лет. Солидный юбилей большой компании. И в данном случае, отдавая отчет о значимости и роли компании не только в жизни, экономике, социальной сфере Нижнекамска, но и всего Татарстана, вполне уместно говорить о важной, даже знаковой дате для всей нефтепереработки республики. Четверть века. И для человека, и тем более для предприятия серьезный жизненный путь. А здесь 25 лет компании ТАИФНК. Это была история значимых побед и достижений, стремительных взлетов и преодоления разных вызовов всей нефтепереработки Татарстана, отрасли, которая была создана фактически с нуля. Конечно, не на пустом месте, об этом мы еще поговорим сегодня в нашей программе. Базой для быстрого старта тогда, в конце 90-х, стали далеко не новая советская установка и невероятная энергия, упорство и нацеленность на результат конкретных людей. И вся история ТАИФНК, так уж получилось, это время преодолений и непрерывного развития. История, которую творили и творят очень талантливые и упорные люди, профессионалы своего дела. История, которая продолжается и будет продолжаться. Но иногда все-таки полезно оглянуться назад, оценить пройденный путь и увидеть, как и с кем он был пройден. Для этого в том числе и нужны юбилеи. Мы начинаем. Это программа «Реальная экономика» в этом выпуске. Вот тут, где мы сейчас находимся, тогда еще были болота. Старт ТАИФНК, каким он был, как удалось приспособить советскую еще установку ЛОУ АВТ-7 под нужды, набирающие обороты нефтепереработки. Как только перестаешь заниматься модернизацией, как только перестаешь двигаться, ты тут же начинаешь устаревать. Этапы становления и модернизации ТАИФНК. НПЗ, завод бензинов и комплекс глубокой переработки тяжелых остатков. Как технологически совершенствовалась нефтепереработка в Татарстане и какой эффект это дало? Средний показатель работы по июню – это уже далеко за 90. 92% отбор цветов. Таких показателей по переработке именно нефти, таких в мире не существует. Профессионалы ТАИФНК – коллектив единомышленников, который решает самые амбициозные задачи. Мы оказались в нужное время, в нужном месте и нисколько не жалеем о нашем выборе. ТАИФНК – 25 лет непрерывного развития. История успеха в программе «Реальная экономика». Нефтепереработка России и Татарстана в ее самом лучшем виде. Она перед вами. Это комплекс глубокой переработки тяжелых остатков КГПТО ТАИФНК. Внешне он выглядит так. Согласитесь, есть что-то завораживающее в этой строгой линии стальных конструкций, труб, колонн и установок. Мощь и одновременно красота, своеобразное изящество и эстетика. То, что некоторые называют индустриальной романтикой. Однако настоящую красоту этого комплекса, безусловно, поймут и оценят только профессионалы. Ибо только они знают, какая реальная мощь и сила, технологическое совершенство заложено в этих геометрически правильных очертаниях. Совершенный даже по всем мировым стандартам комплекс. На сегодняшний момент идеальный ориентир для всех нефтеперерабатывающих заводов. К нему ТАИФНК, безусловно, пришел не в одночасье. И чтобы проследить этот путь, нам придется сделать даже не 25, а немного больше шагов назад. Почему советская Татария виделась стратегом ЦК КПСС в большей степени регионом нефтяным, а не нефтеперерабатывающим? Вопрос отдельный. Углубляться в него не будем, но факт остается фактом. Татарстан долгие годы и даже десятилетия был крупнейшим поставщиком энергоносителей для всего Советского Союза. Из наших подземных кладовых были выкачаны за эти годы миллиарды тонн нефти. А собственной нефтепереработки, повторимся, республика тогда, увы, мечтать не могла. Львиная доля татарской нефти уходила на экспорт, часть перерабатывалась на заводах страны в той же соседней Башкирии. Хотя в Татарстане на тот момент уже имелся и мощно работал крупнейший не только в СССР, а во всей Восточной Европе нефтехимический комбинат. Тогда, в конце 90-х, в Татарстане уже стали всерьез задумываться о создании в республике собственной базы для нефтепереработки. Взоры автоматически упали на установку ЛОУ АВТ-7, которая принадлежала на тот период Нижнекамск нефтехиму. Установка не новая, введенная в эксплуатацию в 1979 году, но вполне работоспособная. Как заточенную изначально под нужды нефтехимиков установку использовать под нефтепереработку,
Довольно неординарная задача, которую предстояло решить акционерам группы «Таиф». С нынешним генеральным директором ТайфНК Максимом Новиковым мы стоим как раз на той площадке возле установки ИЛОА ВТ-7, с которой все когда-то и начиналось. Что означает ИЛОА АВТ, что означает цифра 7 в этой аббревиатуре. И можно сказать, что это было действительно очень смелое по тем временам и ответственное решение. ИЛОА ВТ-7 расшифровывается как электрообессоливающая установка, атмосферно-вакуумная трубчатка с производительностью 7 миллионов тонн нефти в год. А смелое ли это решение? Да, оно смелое. Вот тут, где мы сейчас находимся, тогда еще были болота. Производила установка на тот момент простейшие продукты. Это прямогонный бензин, сырье, установки этилен, дизельное топливо, содержание серы 1,8%. Стандарты качества были на более низком уровне. И мазут топочный для ТЭЦ. В середине-конце 90-х установка имела порядком изношенные мощности и крайне низкую загрузку. При заявленной проектной мощности по переработке нефти ИЛОА ВТ реально принимала лишь порядка 2,5 миллиона тонн сырья в год, а глубина переработки в то время не превышала 35%. В отличие от большинства НПЗ России, да и мира, ориентированных на выпуск либо только моторных топлив, либо исключительно сырья для нефтехимических производств, нефтеперерабатывающая компания группы «Таиф» с момента основания эти направления в себе объединяет. При этом практически с момента основания работать приходится с местным тяжелым и высокосернистым нефтяным сырьем. В мире переработкой такой тяжелой нефти в ее чистом виде практически не занимаются, а если и перерабатывают, то используют многоступенчатую технологию, где тяжелая нефть сначала превращается в синтетическую и только после перерабатывается по традиционной технологии. ТайфНК взялся за реально архисложную задачу наладить эффективную переработку сернистой тяжелой нефти в качественные, по большей части, светлые нефтепродукты. И задачу эту компания решила поэтапно, шаг за шагом, установка за установкой. В краткой хронологии этот путь выглядит так. В начале нулевых модернизация вакуумного блока, строительство комплекса гидроочистки средних дистиллятов, установки висбрекинга и производство неокисленных дорожных битумов. В 2007 компания приступила к полноценному производству дорожных и других видов битумов. Также в это время введены в эксплуатацию узел отгрузки тяжелого газоля, каталитического крекинга, установка сероочистки, пропан-пропиленовой фракции, бутан-бутиленовой фракции и легкого бензина. Это позволило компании не только выйти на качественно новый уровень по переработке сырья, но и заметно улучшить экологическую обстановку в Нижнекамске. Качество топлива от ТайфНК вышло на такой уровень, что логично появилась потребность в создании собственной мощной сети АЗС, для чего была образована дочерняя компания ООО «ТайфНК АЗС». В 2012 году в ТайфНК было получено дизельное топливо экологического класса 5 в соответствии с требованиями технического регламента. Таким образом, шаг за шагом получилось достичь керосиновую фракцию, дизельное топливо уже качества класса Евро-5, то есть с содержанием серы менее 10 ppm. Почему важно и нужно, как ТАИФ и ТайфНК этим занимаются уже много лет, развивать сразу несколько направлений. Это и в вашем случае дистопливо, бензин, битум, другие продукты. Мы развиваем переработку нефти, давайте так скажем. Не дизельного топлива и какого-то. Именно мы правильно и рационально перерабатываем нефть с получением продукции, которая на сегодняшний момент востребована на рынке. Сухие цифры только назвать. 98 год. Это выход светлых продуктов у нас 35%, порядка 35%. И порядка там 3-5 видов продукции. И конец прошлого года мы закончили. Это выход светлых продуктов, это 90%. За этим, конечно, стоит огромный труд людей. Только на предприятии на сегодняшний день работает более 3500 сотрудников, которые являются все, конечно, профессионалами высочайшего уровня. ТайфНК является предприятием стратегическим для нашего региона и является добросовестным налогоплательщиком во все уровни государственного бюджета Российской Федерации. Мы выпускаем на предприятии всю гамму моторных топлив. Это дизельное топливо, зимнее, летнее, межсезонное, бензины,
судьи, светлость продукты. Но кроме этого мы являемся надежным, давним партнером для предприятий нефтехимии Республики Татарстан, Российской Федерации. По показателям эффективности нефтепереработки я бы еще отметил такие показатели, как безаварийность производства и отсутствие несчастных случаев. За эти показатели мы особо переживаем и стараемся их держать на абсолютном нуле. Весь путь ТФНК – это путь наращивания мощности и одновременно расширения линейки выпускаемой продукции. Одно из стратегических важных направлений производства бензина. Завод бензинов – уникальный в своем роде комплекс. Структурно он состоит из двух отдельных направлений. Основой для первого является установка каталитического крекинга, и здесь налажен выпуск так называемого базового бензина, а еще производство МТБЕ и ТАМЭ – высокооктановых компонентов для товарного бензина. Главная особенность производства – ничего не теряется, все идет в дело. Как сейчас принято говорить, на заводе бензинов АО «ТФНК» реализованы элементы циркулярной экономики или, другими словами, экономики замкнутого цикла. Второе производство, установка по переработке газового конденсата, выпускает бензин базовый стабильный или по-другому прямогонный бензин. А кроме того, дизельное топливо, сжиженные углеводородные газы, керосин, мазут, которые направляются на переработку. Установка МТБЕ и ТАМЭ действует на заводе с 2009 года. Она предназначена для увеличения октанового числа в бензине, то есть для улучшения его качественных характеристик. В 2021 году мы модернизировали установку рекуперации паров. Если вы видите, сзади идет налив автобензинов. Соответственно, мы сделали систему таким образом, что 97% всех паров улавливается и никак не вредит экологии. В 2022 году мы отправили весь сухой газ, который сжигали на факеле и на установках Нижекамск-Нефтехим, на НПЗ в виде топлива для их печей. Тем самым мы абсолютно не наносим вред своей экологии. Одно из перспективных направлений – производство различных битумов. В 2005 году было принято решение о строительстве и установке окисленного битума, а уже в 2007 году здесь была получена первая партия продукции. Настоящим прорывом в технологиях стало производство на НПЗ ТФНК битума полимерного вяжущего. Запуск такой установки состоялся в 2015 году. Применение этого продукта увеличивает срок эксплуатации дорог на 5-6 лет, при этом общие затраты на строительство возрастают только на 1%. Мощность производства установки составляет 140 тысяч тонн в год. География поставок широка, его используют дорожники Татарстана, а также Кировской, Ульяновской областей, иностранные партнеры из Казахстана, Белоруссии, Боливии. Это невозможно, такие слова звучат довольно часто, когда ТФНК заявляет о старте очередного масштабного проекта. Скептики говорят, что нереально достигать таких результатов, что этого никто никогда не делал. Слишком рискованно, затратно. При этом нельзя сказать, что любой проект дается ТФНК легко и безболезненно. Часто он требует много усилий, времени на реализацию. Достижение и первый успех сменяет неудачи и простое. Главное в таких случаях никогда не сдаваться. Идти иногда даже против течения, против складывающихся обстоятельств навстречу мечте. И судьба тебя обязательно вознаградит. КГПТО в этом смысле хороший пример. Сама идея создания комплекса глубокой переработки тяжелых остатков у руководителей группы ТАИФ зародилась давно, еще в начале нулевых годов. Но как к ней подступиться, выбрать подходящую технологию? Ситуация осложнялась тем, что ТАИФу нужна была не просто смелая и оригинальная идея, а прорывная, революционная технология. Нужно было сделать то, что до тебя никто еще никогда не делал в таких масштабах. От идеи до ее реализации прошли годы. Были инвестированы колоссальные ресурсы – финансовые, материальные, человеческие, затрачены средства, нервы, усилия. Но все это того стоило. В 2021 году КГПТО был введен в опытно-промышленную эксплуатацию. Основой для его работы стала уникальная технология комбинированного термогидрокрекинга. Это позволит выйти в мировые лидеры, а также развивать экономику Татарстана. Основой для нынешних и будущих результатов стал слаженный коллектив ТФНК, специалисты высочайшего уровня, что сегодня признают уже не только в Татарстане, но и далеко за его пределами. Залог успеха
данной технологии – это сплоченность всей нашей команды, ну, в целом ТАИФ-НК. Люди, те, которые сейчас работают на ТАИФ-НК, это специалисты высочайшего класса. Так как они понимают в нефтепереработке, наверное, в мире немного. На сегодняшний момент, вот, например, средний показатель работы по июню это уже далеко за 92% отбора светов. Таких показателей по переработке именно нефти, таких в мире не существует. В этом году мы стремимся достичь значения выхода светов нефтепродуктов более 90%. И как бы абсолютная задача это достичь проектных величин более 95%. Причем повторюсь, что я говорю не о глубине переработки все-таки, а о выходе светов нефтепродуктов. Потому что глубину переработки нефти можно легко догнать на бумаге, просто назвав мазут каким бы то ни было другим продуктом. Не прекращать движение – девиз, который для ТАИФ-НК стал во многом определяющим. Задача развиваться также по всем направлениям и совершенствовать даже самый совершенный комплекс глубокой переработки тяжелых остатков. Где надо работать, над чем нужно работать, это остатки нефтепродуктов, которые максимально нужно дожать, сконвертировать в другой маржинальный продукт, тот же самый светлые нефтепродукты. Ну и даже тот продукт, который остается в тяжелом остатке, нужно подумать, как этот продукт был бы максимально чистым для последующего пользователя. Допустим, металлургическая промышленность, они же тоже в зависимости от того, насколько продукт, приходящий к ним, экологичен. Мы над этим тоже работаем, и в ближайшее время ожидается выпуск нового вида топлива, нового вида сырья для металлургов хорошего качества. Как только перестаешь заниматься модернизацией, как только перестаешь двигаться, ты тут же начинаешь устаревать. Все просто. Не прекращать движение. Я считаю, что это наиболее емкий, наиболее такой точный и, как правильно сказать, такой концентрат всех наших помыслов и движений. Почему не прекращать движение? Любое наукоемкое производство, к которому, конечно же, нефтепереработка напрямую относится, не может просто дойти какого-то предела совершенства, в моменте создать наиболее эффективную технологическую схему и сказать, все, дальше мне ничего не нужно, я буду статически жить вот так вот. Такое не получается. Конкуренты, как говорится, развиваются, законодательство ужесточается, вызовов все больше новых. Не прекращать движение, слоган, это является чертой характера группы компаний ТАИФ, предприятий группы компаний ТАИФ и АО ТАИФ-НК, наверное, тоже. Но даже взять вот комплекс глубокой переработки тяжелых остатков нефти, который задумывался еще в 90-х годах, когда еще только-только мы начинали этим заниматься, и вот он реализован как раз в 2021 году, в 2021-2022 году. Вот. Как раз вот это точно подчеркивает со слоганом «Не прекращать движение, постоянное развитие». Тяжело, трудно, может быть, долго, но зато эффективно, экономически эффективно, коммерчески эффективно. И результаты, которые нас устраивают. При этом, активно развивая производство и технологии, ТАИФ-НК огромные средства направляет на природоохранные мероприятия и проекты. Один из самых показательных примеров – локальные очистные сооружения, построенные как для нужд предприятия, так и города Нижнекамска. За 5 лет после того, как мы запустили свои модернизированные локальные очистные сооружения, мы не изъяли из реки Кама, это природный ресурс, более 10 миллионов кубометров воды. В любом случае, это гибкость, да, когда имеешь свой ресурс, и ты можешь им управлять, это всегда и с экономической, и с точки зрения тоже эффективно. Как это ни парадоксально, в сложных условиях санкций и других вызовов коллектив ТАИФ-НК становится только сильнее, сплоченнее и амбициознее. Совершенствуются не только технологические установки ТАИФ-НК, но и его люди. Это одно из правил успешного предприятия. Инвестиции в человеческий капитал приносят наибольший эффект. На предприятии созданы, создаются, я надеюсь, и дальше будут развиваться всевозможные условия для личностного роста, для роста людей как профессионалов в своей деятельности. Да? Мы постоянно работаем с
образовательными учреждениями, внутри себя обучение проводим. Мы оказались в нужное время, в нужном месте и нисколько не жалеем о нашем выборе. Работа интересная, сложная, врать не буду, хорошо оплачиваемая. Мы должны соответствовать своей работе. Здоровья и счастья всему коллективу, который сейчас здесь трудится. Во-вторых, сказать спасибо и пожелать здоровья тем людям, которые нас учили работать и сейчас находятся на пенсии. Им отдельное спасибо. Здоровья, безаварийной работы. Если говорить именно в плане производства, я бы хотел пожелать дальше расти, развиваться, не останавливаться на достигнутом. Хотел поблагодарить ветеранов наших, которые оставили нам все, что сейчас вы видите, с чем мы работаем, внесли такой вклад, огромный труд, который мы видим, мы его очень ценим. За это им огромное спасибо, благодарность. 25 лет – прекрасный возраст для человека и предприятия. Время расцвета силы новых грандиозных планов. Друзья и коллеги, ТАИФ НК желают компании двигаться только вперед к новым достижениям и высотам. Уважаемые заводчане, в этот знаменательный день позвольте поблагодарить вас с юбилейной датой, пожелать вам крепкого здоровья, безаварийной, успешной работы, семейного благополучия вам и вашим близким. Отдельная благодарность нашим уважаемым ветеранам, которые участвовали в создании предприятия. Пользуясь случаем, позвольте поблагодарить руководство Республики Татарстан и Российской Федерации за постоянное внимание к судьбе нашего предприятия. И отдельная благодарность нашим партнерам и смежникам за успешную совместную работу. Еще раз всех с праздником, мира, добра и благополучия вашим и вашим близким. От лица Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан я себя лично хочу поздравить вас с знаменательным юбилеем, 25-летием с момента создания ТАИФ НК. За это время вы сумели достичь значительных успехов и занять достойную позицию среди нефтеперерабатывающих компаний России. Первый в республике и уникальный для России завод бензинов был построен за 3 года. Также большим событием для нашей страны стала реализация проекта по строительству комплекса глубокой переработки нефти. Мы хотим поблагодарить ваш коллектив за ответственность и профессионализм. Пусть ваш опыт и достижения станут образцом для других компаний. Желаем вам новых успехов на благо республики и ее жителей. От имени коллектива ТАИФ НК АЗС и от себя лично поздравляю акционерное общество ТАИФ НК с 25-летним юбилеем. Для меня это большая честь и приятная миссия. Я сам более 8 лет проработал в ТАИФ НК, и поэтому не понаслышке знаю, какой напряженный, тернистый путь развития прошла компания за четверть века для достижения самых высоких результатов. Сегодня ТАИФ НК – это одно из ведущих нефтеперерабатывающих предприятий Российской Федерации, слаженная команда профессионалов, самые современные и передовые технологии. Мы, как сеть АЗС группы компаний ТАИФ, гордимся неразрывной исторической связью и многолетним сотрудничеством с ТАИФ НК. Наше партнерство является примером успешного и эффективного взаимодействия. ТАИФ НК – надежный партнер, четко выполняющий принятые на себя обязательства и вкладывающий в реализуемые проекты невероятное количество сил и души. Мы желаем предприятию дальнейшего развития, стабильной, уверенной работы, реализации всех намеченных планов и самых смелых проектов. Всему коллективу компании крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях. Я хочу поздравить наш ТАИФ НК с этим прекрасным праздником, сказать им слова благодарности за тот вклад, который они делают в экономику, социальную инфраструктуру города, пожелать самое главное системной работы, слаженной работы, чтобы те замыслы, те планы, которые заложены в основе развития ТАИФ НК, они воплощались, а руководству и ребятам, которые сегодня работают на производстве, самое главное здоровья, хорошего настроения, и чтобы дальше это предприятие развивалось. С праздником вас! Желаю безаварийной работы, желаю новых интересных достижений, желаю развиваться, желаю вам не успокаиваться, двигаться вперед, двигаться ввысь. Позвольте поздравить с юбилейной датой наш прекрасный коллектив, коллектив ТАИФ НК. Спасибо, что вы выбрали этот путь, вы достойно несете звание нефтепереработчиков, и мы вместе с вами идем к совершенству. Также
Отдельно хочу поблагодарить наших ветеранов предприятия, которые, в принципе, заложили тот фундамент, и который сейчас позволяет высоко с поднятой головой идти по дороге глубокой нефтепереработки. Отдельные слова благодарности и также поздравления хотел бы сказать нашему акционеру, благодаря которому и вашему решению было создано такое великое предприятие, как ТАИФ-НК. Благополучия, здоровья и всего самого наилучшего. Спасибо. Юбилейную дату компания встречает с высокими производственными и экономическими показателями. За четверть века коллектив предприятия прошел трудный, тернистый путь, но это был путь непрерывного развития. Сегодня АО ТАИФ-НК – это знак качества, уникальные технологии, сплоченный высокопрофессиональный коллектив и один из флагманов нефтепереработки Татарстана и России. В этом большая заслуга акционеров предприятия. Поэтому в этот день отдельные поздравления и слова благодарности председателю Совета директоров АО «ТАИФ» Рустему Нургасимовичу Сультееву, генеральному директору ТАИФ Альберту Кашафовичу Шагабуддинову, заместителю генерального директора ТАИФ по нефтехимии и нефтепереработке, одному из идеологов создания КГПТО Владимиру Васильевичу Преснякову, Гузелье Мухарямовне Сафиной, главному советнику генерального директора ТАИФ по экономике и финансам, и заместителю председателя Совета директоров ТАИФ Руслану Альбертовичу Шагабуддинову. Еще раз с юбилеем, новых идей, планов, дальнейших успехов. Вместе с ТАИФ-НК. Это все на сегодня. С вами была программа «Реальная экономика» и я, Тимур Бекмурзин. Удачи в делах и финансового благополучия. До свидания.